На Паралимпиаде в Пхенчхане нашу республику, возможно, представит только Мария Иовлева, двукратная паралимпийская чемпионка и серебряный призер Паралимпиады в Ванкувере. Оговорка возможна, потому что пока наша Маша лишь в предварительном списке, утвержденном МОК. Официального же приглашения пока не было. В данный момент, не теряя надежды, Иовлева в ожидании окончательного решения оргкомитета игр находится на сборах в Швейцарии. Заминка случилась с другим сильным лыжником Иваном Голубковым. Уже точно известно, что он не поедет на Паралимпиаду. Отсутствие триумфатора последнего Кубка мира объясняется особыми мерами, которые приняты в отношении нашего Паралимпийского комитета. Квоты на участие в лыжных гонках и в биатлоне не досталось всей мужской сборной России. Я уже давно знал эту новость, когда я уже поехал на последний этап Кубка мира в Финляндию. Я уже знал, что не поеду. Обидно, что сказать. 9 лет упорных тренировок и был, конечно, очень сильно готов. Получается, что ни туда, ни сюда. Маше будет сложно очень, потому что конкуренция, Америка, Германия очень высоких, у них больше шансов, чем у наших девчонок. Маша опытная спортсменка и должна хоть что-нибудь, зацепиться где-нибудь. Несмотря на это, уже на встрече с участниками сборной в подмосковном Пересвете, там была и наша Мария Иовлева, президент Паралимпийского комитета Владимир Лукин выразил уверенность, что российские спортсмены сумеют преодолеть психологические трудности. Напомним, зимние Паралимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 18 марта. Поскольку у вас несколько меньше, чем вы первоначально ожидали, то каждый должен выступать за двоих, а то и за троих. Тогда все будет в порядке, все будет хорошо. А вот на самой Олимпиаде свою славу продолжает получать Алексей Виценко. Он, конечно, не совсем удачно выступил в Пхенчхане, не прошел в полуфинал спринта, так как упал в самом начале четвертьфинала, потеряв лыжи. Однако весь мир обсуждает поступок тренера сборной США, который помог нашему лыжнику вернуться на трассу. В интервью нашим коллегам из RT Мэтт Уикомб заявил, что это была олимпийская солидарность. Сколько времени прошло между падением Виценко и моментом, когда вы оказались возле него? Несколько секунд, не больше. Точно не знаю, я до сих пор даже не смотрел запись. Но мне потом звонили друзья из Штатов и говорили: мы видели по телевизору, как ты помог встать российскому лыжнику. Красивый поступок. Все произошло очень быстро, но, к сожалению, для Алексея в спринте подобной задержки достаточно, чтобы выбыть из гонки. В этом забеге участвовал американский лыжник Хэмилтон. Получается, что вы помогли его сопернику. Почему? Видите ли, лыжная семья — это именно семья. Нам во время гонок тоже часто помогают российские или норвежские тренеры, протягивают выпавшие палки спортсменам. И мы поступаем так же. За прошедший год уже бывали ситуации, когда мы приходили на помощь российским лыжникам, и наших тоже выручали подобным образом. Я очень горжусь тем, что смог оказать помощь Виценко. И когда россияне нам помогают, это тоже всегда приятно. Напомним, несмотря на помощь и быструю реакцию на казус, удорский лыжник пришел к финалу пятым. Лидеру он уступил всего 13 секунд. Таким образом, именно это падение могло стать роковым в борьбе за выход в полуфинал спринта.